Картина, которую вы сейчас видите, это этюд по портрету папы Иннокентия X, написанный Фрэнсисом Бэконом. Перед вами одна из его самых дорогих и жутких работ. С момента ее появления в 1953 году она остается предметом жарких споров. И дело далеко не в технике. Для середины 20 века искажение формы было уже нормой. Главный вопрос, который возникал у зрителей и у критиков, был связан с ее цветовым решением. Сочетание пульсирующего фиолетового и ядовитого желтого. Вместо торжественного портрета мы получаем образ, который вызывает тревогу и страх. Сегодня мы снова поговорим об интересных фактах из мира живописи, а именно о цвете в западной традиции. Разберемся, какую роль играл цвет в классической и современной живописи и какого эффекта с его помощью добивались мастера. А когда мы во всем этом разберемся, вы и сами поймете, почему Бэкон выбрал именно эти цвета, чтобы изобразить крик власти. Если вас вдохновляет творчество и искусство, тогда подписывайтесь на наш канал и обязательно напишите в комментариях, какие темы вам интересны. Я создаю выпуски на основе ваших идей. Когда речь заходит о живописи, большинство людей первым делом представляют себе буйство красок. Но на самом деле в западном искусстве, особенно в классический период до 20 века, роль цвета была далеко не первостепенной. Его значимость начала расти лишь во второй половине XIX века, и только к 20 столетию цвет стал главным действующим лицом. Вся западная традиция до 20 века строилась на фундаменте академического рисунка. Работа с формой, светотенью и объемом позволяла мастерам решать любые задачи. Посмотрите на старые черно-белые фото или кино. Изображение остается понятным и целостным, даже без использования цвета. Мы видим пространство и предметы только за счет игры света и тени. Но если рисунок отвечает за структуру, то за что отвечает цвет? Его главная роль в классике – это информативность. Наш мир ведь цветной, и у каждой вещи есть свой так называемый локальный цвет. Для западной реалистической школы передача этого локального цвета была важной миссией. И вот здесь цвет наконец-то выходит на сцену во всем блеске. Телесный оттенок кожи, небесно-голубая высь, зелень листвы, желтизна цветов. Только точное воспроизведение реального цвета позволяло объектам выглядеть узнаваемо. Но искусство – это не слепое копирование, оно стоит выше реальности, поэтому художники могли наделять объекты определенным цветом ради символизма. К примеру, красный и синий можно назвать двумя столпами символики в классике. Красный – это символ абсолютной власти, мужества и героического духа. Откуда пошла эта традиция? Из Древнего Рима, где существовал драгоценный краситель для аристократии – тирский пурпур. Это был глубокий красно-фиолетовый оттенок. Когда секрет производства пурпура был утрачен, его место занял алый цвет. Он закрепился в западной культуре как символ власти. Поэтому красный цвет в символическом контексте использовался почти исключительно для мужских образов. Разумеется, бывали исключения, как на картине Яна ван Эйка «Мадонна канцлера Ролана». Почему Богоматерь здесь в красном одеянии? Все просто. Художники всегда писали Мадонну выше простых смертных, но у ван Эйка земной человек сидит прямо напротив Девы Марии. Одень ее в обычный цвет, и композиция стала бы похожа на семейный портрет. Поэтому Мадонна облачена в ярко-алую мантию, а ангел венчает ее короной, чтобы четко обозначить иерархию, кто здесь царица небесная, а кто подданный. То есть, даже если ты заказчик и художник из уважения усадил тебя рядом с Мадонной, не стоит забывать о своем статусе. Но в большинстве случаев облачение Мадонны изображали в ультрамариновом цвете. Почему? До появления химии в XIX веке этот пигмент получали из
дорогой ляпис-лазури. Столь ценную краску могли позволить себе использовать только для священных образов. Со временем синий стал символом божественной чистоты, элегантности и возвышенного женского начала. Так в классике сложилось правило: красный для мужчин, синий для женщин. Примером тому может служить картина Жана Леона Жерома «Встреча Цезаря и Клеопатры». Это типичный пример использования символических цветов. Кстати, обратите внимание на фигуру Арсенои в правом нижнем углу. Это сестра Клеопатры и проигравшая сторона в этой дворцовой борьбе. Ее присутствие здесь исторически нелогично, но художник добавил ее ради драматизма. Это частый прием. Вспомните знаменитое полотно о коронации Карла Великого, где императрица Восточной Римской империи скорбит в нижней части полотна, хотя в реальности она находилась за 1000 километров. Если вам интересны такие художественные приемы, я могу сделать об этом отдельный выпуск, но сейчас давайте вернемся к нашей картине. Мы видим, что в отличие от фигур на заднем плане, Арсеноя, которая стоит перед нами, выделена очень резким академическим рисунком. Фигуры на заднем плане выражены намного мягче. Арсеноя прорисована с очень сильным акцентом на светотень и форму. И чтобы этот второстепенный персонаж не перетягивал на себя все внимание, художник намеренно снизил насыщенность ее цвета. Он сделал ее синее одеяние тусклым и серым, что, кстати, отлично подчеркивает ее плачевное и подавленное положение. Помимо красного и синего, о которых мы уже говорили, самыми часто используемыми цветами для передачи символических смыслов являются черный и белый. Мы все знаем, что белые вещи очень капризны. Малейшее пятнышко на них сразу бросается в глаза, поэтому безупречно чистый белый цвет естественным образом стал символом непорочности и чистоты. А в природе определенные белые объекты, например, лилии, белые голуби, белые кони или агнцы, превратились в символические атрибуты. Они неразрывно связаны с образами девственниц, невинных жертв и мучеников. В большинстве случаев белый цвет используется в женских образах, чтобы подчеркнуть их невинность, целомудрие или стойкий, непоколебимый характер. Чтобы еще сильнее выделить эти качества, живописцы часто максимально затемняют фон, из-за чего героиня кажется хрупким и невинным белым цветком посреди кромешной тьмы. Конечно, чистота может быть как телесной, так и духовной, поэтому белый также встречается и в мужских образах, олицетворяя благородство души, готовность к самопожертвованию и преданность. Взгляните на эту картину, на ней изображен знаменитый древнегреческий политик Фемистокл, который, оказавшись перед невозможным выбором между преданностью и долгом, предпочел принять яд. Здесь мы видим ту же технику ослепительно-белой одежды на угольно-черном фоне. Тот же прием использован и в знаменитой картине «Смерть Сократа», которая написана французским художником Жаком Луи Давидом. Теперь поговорим о черном цвете. В работах, которые мы видели ранее, тоже было много черного, но там он выступал лишь как вспомогательный инструмент для усиления контраста и выделения главного объекта. В тех случаях он не нес глубокого символизма, а вот пример справа – это уже черный как символ. Думаю, разница очевидна. Что же символизирует черный? Он олицетворяет смерть, болезнь и порок. Причина проста. Люди с древнейших времен боялись темноты, поэтому со временем черный цвет стал прочно ассоциироваться с вещами, вызывающими страх. Картина слева называется «Смерть», поэтому черный здесь символ боли. Справа – смерть могильщика. Здесь черный означает кончину. Это работа «Хорон и души умерших». И черный здесь вновь символизирует смерть. Один и тот же сюжет, выраженный через разные символические цвета.
передает абсолютно разные оттенки смыслов. Посмотрите на эти два полотна. На обоих изображена древнегреческая поэтесса Сапфо, бросающаяся в море. На картине слева она в белом, так как художник хотел подчеркнуть чистоту ее возвышенной души. А на картине справа Сапфо в черном. Здесь автор передает ее отчаяние, разочарование и внутреннюю боль. Кроме упомянутых цветов, зеленый в западной традиции тоже иногда обретает символизм. Почему иногда? Потому что у зеленого нет строгого, фиксированного и однозначного значения. Чаще всего он выступает как естественный цвет растений, одежды или драпировок. В многофигурных композициях вы почти всегда найдете кого-то в зеленом. Но не стоит искать в этом тайный смысл. Скорее всего, художник просто хотел разнообразить палитру и добавить цветовых нюансов. Но бывают исключения. В некоторых работах символика зеленого очевидна. Как и в растительном мире, он означает юность, здоровье и бурную жизненную энергию. Классический пример – портрет четы Арнольфини. Невеста, ожидающая ребенка, одета в роскошное зеленое платье. Это символ новой жизни, которую она носит в себе. А также пожелание художника этой паре процветания и многочисленного потомства. Мы знаем, что западная классика стремилась к реализму, так как до появления фотографии живопись была важнейшим способом фиксации реальности. Но с изобретением камеры эта функция отошла на второй план. Живопись эволюционировала от подражания объективному миру к выражению субъективных чувств. В 20 веке форма и цвет потерпели качественные изменения. Для современных художников цвет и форма – это инструменты для передачи эмоций, а не копирование натуры. Больше не нужно быть реалистом, нужно запечатлеть душу предмета. Поэтому в современном искусстве мы видим так много искажений, деформаций, абстрактных форм и смелых масштабных цветовых решений. Суть можно выразить так. Если внутреннее чувство передано верно, то неважно, как именно это нарисовано. Поскольку цвет сам по себе вызывает у нас определенные психологические реакции, он обладает огромным преимуществом в передаче настроения. В современных течениях форма часто становится лишь дополнением, фоном, а главным героем становится цвет, который максимально эффективно транслирует эмоцию зрителю. Именно поэтому в современной живописи чистота цвета, как правило, очень высока. Чем выше насыщенность, тем эффективнее передается чувство, и тем быстрее зритель считывает эмоциональный посыл картины. Теперь давайте разберем, как конкретные цвета выражают эмоции в современном искусстве. Начнем с желтого. В современной живописи желтый – это абсолютный доминант. Желтый – это стопроцентно теплый цвет, один из самых ярких и бросающихся в глаза. Поэтому он почти неразрывно связан с позитивными эмоциями. Если на картине преобладает желтый, можете не сомневаться, она передает радость, свет и оптимизм. Глядя на эти работы, которые я вам показываю, вы сами это почувствуете. А если нет, что ж, тогда, пожалуй, стоит задуматься, нет ли у вас затяжной депрессии. Даже такие тяжелые религиозные сюжеты, как «Страсти Христовы», при использовании больших пятен желтого мгновенно превращаются в некую безмятежную сцену, вызывая чувство просветления и спасения. Полная противоположность желтому по настроению – синий цвет. Если в традиционной живописи синий символизировал благородство и женственность, то в современном искусстве, когда художник выражает через него свои чувства, речь чаще всего идет о негативных состояниях – грусти, одиночестве, меланхолии или растерянности. Возьмем, к примеру, работу Матисса «Разговор». Она описывает семейный кризис художника и его жены,
С одной стороны, через позы героев автор показывает как бы противостояние, а с другой обилие синего передает ту горечь и тяжесть на душе, которую оба они испытывают. Но обратите внимание, негативные эмоции синего – это не тот черный мрак, который несут смерть или насилие. Это скорее внутренняя меланхолия, в которой есть своя эстетика и глубина. Поэтому синий в современных картинах часто вызывает у зрителя сильное сопереживание, а не страх. Мы чувствуем красоту этой печали. Посмотрите на эти работы, хотя в них сквозят одиночество и тревога, они полны светлой печали. Лишь когда в синий подмешивается много черного, эмоции становятся по-настоящему давящие. Теперь о черном. Он тоже передает негатив, но в отличие от меланхоличного синего, черный транслирует только чистое отчаяние, ужас, тревогу и подавленность, то, от чего хочется бежать. Зритель, сопереживая такой работе, испытывает почти физическую боль. Огромные массивы черного бьют наотмашь, поэтому в картине Эдварда Мунка «Тревога» черный используется так масштабно. Или вот работа «Слепые» в Берген-Бельзене, посвященная выжившим в концлагере. Сплошной черный цвет, а фигуры людей напоминают ряды надгробных плит. Иногда достаточно просто правильно выбрать цвет, и нужное настроение возникает мгновенно. Перед вами две работы Матисса. На обеих изображено одно и то же окно. Левое написано в 1905 году, когда в мире было спокойно, правое в 1914, с началом Первой мировой. В то время север Франции был оккупирован немцами, а это родные места Матисса. Его престарелая мать оказалась в ловушке в тылу врага, а брат попал в плен. Можно представить состояние художника. Он просто закрасил окно чернотой, выражая беспросветное отчаяние и неизвестность. Теперь про красный цвет. Как мы помним, раньше красный был символом власти и мужественности. Его носили мужчины, а синий считался женским. В современности все перевернулось. Красный стал женским, а синий – мужским. Но этот сдвиг никак не связан с феминизмом. Напротив, это результат мужского взгляда и объективации женщины. С точки зрения физики, красный свет имеет большую длину волны. Он стимулирует гипофиз, вызывая выброс гормонов и ускоряет кровообращение, порождая возбуждение. Точно так же мужчина реагирует на привлекательную женщину. Так красный стал ассоциироваться с сексуальностью. Если красная Мадонна Ван Эйка была полна величия, то в современной живописи красный чаще сопровождает образ женщины как объекта желания. Но и здесь есть исключения. Красный иногда используется и для мужских образов, как в этой работе «Ад». Хотя форма здесь современная, это символизм, черный здесь означает преисподнюю, а красный – верховную власть, ведь перед нами Аид, царь подземного мира. Но согласитесь, когда в современной манере мужчина и красный цвет сталкиваются вот так, возникает какое-то странное двусмысленное ощущение. Что касается зеленого, то он чаще играет роль фона. Психологически зеленый – очень нейтральный цвет. Он находится ровно посередине между холодными и теплыми тонами. Поэтому эмоциональный КПД низок. Даже если закрасить им весь холст, зрителю будет трудно сразу уловить конкретную эмоцию. Однако и у зеленого есть свои смыслы. Вот портрет жены Матисса. Он не стал писать ее в красном, а выбрал зеленый. Это очень любопытно. Видимо, эта женщина ассоциировалась у него не со страстью, а с холодной властностью и непростым характером. Еще один любитель зеленого – немецкий экспрессионист Эрнст Людвиг Кирхнер. Женщины на его картинах кажутся сбившимися с пути. Взгляните на эту девушку. В ней видна не детская зрелость и полная апатия. Обстановка вокруг тоже не похожа на девичью комнату. В углу пустые бутылки, а кошка на диване замерла в той же позе, что и она. Опытные люди поймут, на что тут намек.
Весь этот ракурс напоминает взгляд высокого мужчины сверху вниз. Подводя итог, если зеленый используется не для растительности, а для изображения человека, он почти всегда несет в себе не самый позитивный подтекст. Конечно, тема цвета в западной живописи необъятна. То, что я рассказала сегодня, лишь малая часть. Осталось еще много секретов, сочетаний и композиций. Если вам было интересно, я обязательно продолжу этот разговор. На сегодня все. Переходите на наш сайт voguepassage.com. Там вас ждут бесплатные уроки искусства, фоновая музыка и возможность скачать мировые шедевры в высоком качестве для декора интерьера. Также вы можете забронировать наш бутик-отель, отправиться в арт-путешествие или заказать сессию в студии, чтобы творить вместе. И подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки в описании. Жду вас там.